Давайте познакомимся. Меня зовут Максим Михайлович Стыров. Я служу в храме святого благоверного великого князя Александра Невского, священником. Храм этот относится к Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви. И наряду с этим работаю в качестве старшего научного сотрудника Института социально-экономических и энергетических проблем Севера, Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. У нас сегодня будет с вами разговор о финансовой грамотности. Вы, может быть, уже с ней когда-то сталкивались в школе или здесь, на первом курсе. Вы знаете, что проходит форум, который учит нас, как правильно сберегать, как правильно зарабатывать, как правильно страховать свои риски, как правильно относиться к деньгам. И когда я впервые ваш покорный слуга узнал о том, что идет в нашей стране такое движение, и не только в стране, оно идет и в целом в мире, то решил не остаться в стороне, а попросился на координационный совет по повышению финансовой грамотности здесь у нас при правительстве. Пришел и рассказал о том, что деньги-то это все хорошо, это правильно, но у человека есть нечто более ценное, драгоценное, важное, что не означает, будто бы надо деньги выбросить и ими пользоваться. А просто ими действительно надо пользоваться грамотно. Грамотно, чтобы вот это самое важное, свою душу, да, не погубить. Чтобы душу не погубить. Потому что сердце ведь это наше главное сокровище. И, как говорит Спаситель, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Там будет и сердце ваше. Поэтому сердце кто-то прилепляет к вещам, кто-то прилепляет к деньгам, кто-то прилепляет к ценным бумагам, кто-то прилепляет к каким-то страстям. Вот. А настоящее призвание сердца человека – это прилепиться к Богу. Потому что Он источник жизни, и Он творец всего. Вот. Он на самом деле создатель всех, так сказать, благ, которые у нас есть. И создатель даже нас самих. Даже самого сердца нашего Он тоже создал. Это было в качестве вступления. Ну, теперь мы с вами посмотрим немножко данные статистики, данные науки, мнения разных ученых. А потом подойдем к концу нашей беседы, мы подойдем к самому важному, к самому драгоценному, то есть к слову. Мы подойдем к слову. Мы со слова начали, словом закончим. К такому слову, которое действительно открывает наши души. Ибо, как вы помните еще из школьной программы, не хлебом единым жив будет человек. Как звучит концовка этой фразы? И хлебом единым, даже роман есть такой, наверное, входит еще, да, в школьную программу Владимира Дудинца, и хлебом единым. А как заканчивается эта фраза библейская? Но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. То есть слово вообще открывает душу, слово питает нас, слово созидает нас, слова это наши отношения. Это наша учеба, это наша семья, это наши дети, это наше воспитание. А слово – это жизнь. Вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было у Бога. Поэтому первый слайд, который я предлагаю вам посмотреть, это слова. Слова, которыми сегодня наполнена наша жизнь. Даже можно коллекционировать эти слова, которые приходят в качестве рекламы, в рассылках, по электронной почте и так далее. Слова, которые вонзаются в нас с рекламных счетов, которым мы друг другу говорим, особенно в самые важные моменты, когда свадьба, когда день рождения, когда похороны, мы тоже говорим друг другу вот самые такие нужные слова. О чем эти слова? Ну, естественно, мы их читаем из книг. Вы научиться должны говорить Наполеон Хилл, книга, которую выдержал в Америке уже больше 40 изданий. Вы должны научиться погружать свое сознание в состояние притягивающего богатства. Вы должны об этом думать. Непрестанно вы должны заставить свои языки кипеть. Так предлагают. Другие авторы предлагают нам приостановить счетчики воды, электроэнергии, купить диплом, сделать вклады с огромной прибылью, не выходя из дома и так далее. Если мы с вами откроем учебники по экономике, а вам, естественно, экономику, она входит в стандарт высшего образования, придется изучать, вся экономика построена на идее обогащения.
она может быть другой. Современная экономика, примерно вот на протяжении, особенно последних 100 лет, а на самом деле уже нескольких веков, она построена на идее прибыли. Открываем Гражданский кодекс, да, юридический документ. Что мы там читаем? Коммерческое предприятие – это предприятие, целью деятельности которого является извлечение прибыли. Слово-то какое? Чувствуете, да? Не получение, извлечение. Знаете, так и представляются такие вот щупальца, которые куда-то погружаются, так с брезгливостью что-то оттуда извлекают и стряхивают все ненужное, и эту прибыль себе уносят. А ведь так и говорят. Так и говорят, вот есть у нас какое-то предприятие, ну, москвичи, допустим, говорят, ну, как мы их сейчас называем, так небрежно, олигархи. Вот есть у нас там где-то предприятие в Республике Коми, вот оно генерирует какую-то прибыль, извлекает им оттуда прибыль. Что там вокруг происходит, какие люди живут, что там работают. Лишь бы зарплату получали, налоги были заплачены, лишь бы у нас лицензию не отобрали, и хватит с нас. Да, и это будет достаточно. Вот. Открываем стратегию развития Республики Коми, равно как и стратегию любого региона, Российской Федерации. Смотрим систему целевых показателей, потому что каждый человек ставит себе цель, регион тоже ставит себе цель, и город ставит себе цель. Смотрим систему целевых показателей. Что мы видим там, на первом месте? На протяжении уже многих лет, 30 лет уже точно. Какой главный показатель определяет незримо весь ход нашей жизни, структуру принимаемых решений в наших кабинетах? Какой? Да, валовой региональный продукт. То есть, по сути дела, экономический доход. Вот суммарное количество материальных благ, которые мы создаем. И тем самым незримо присутствует идея, что чем их больше, тем наша жизнь лучше. Чем их больше, чем больше мы съели масла, чем больше мы объездили курортов, чем больше мы на себя напялили одежды, вот, чем она разнообразнее и так далее, вот, тем как будто бы лучше. Ну, я думаю, что особенно в молодости мы еще такие не испорченные гонкой за деньгами, да, заботами этими житейскими, мы уже прекрасно понимаем, что это не так. Как и Христос говорил, он говорит, жизнь человека, жизнь, она не зависит от изобилия его ума. Богатство человека не спасает. Правда, и бедность тоже не спасает. Сама по себе бедность не спасает. Ни богатство, ни бедность. Она не спасает. Жизнь человека не зависит. Что за жизнь? Что за жизнь? Это имеется в виду не продолжительность жизни, не качество жизни, не объем квадратных метров на человека. Жизнь – это жизнь сердца. Вы, наверное, замечали, что сердце действительно источник нашей жизни. Если оно чистое, если оно любящее, если оно горит, то тебе, ну, действительно, вот, не как пьяному море по колено, а тебе действительно море по колено. Потому что пьяному море по колено, но лужа по уши, как говорит известная поговорка. А тебе действительно море по колено. Все могу. Апостол Павел говорит, все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе. При этом он же говорит, научился жить и в скудости, и в богатстве. Научился насыщаться и терпеть голод. Да? Могу переносить и то, и другое. Все могу об укрепляющем меня Иисусе Христе. Жизнь человека не зависит от изобилия. Любовь. Если сказать проще, это любовь. Если ты овладел искусством любви, если ты научился жить в ней, и она уже не зависит от того, отвечает тебе любовью или нет. Потому что любовь это не столько наслаждение, это служение, это соединение. Да? И ты всегда будешь любить. Даже если тебе отвечают, наоборот, чем больше тебе отвечают, допустим, неприятием и злобой, тем больше у тебя будет этой любви, она будет становиться все чище и чище. Ну, давайте еще посмотрим какие данные, пищу для размышлений. Часто мне приходится слышать следующую мысль. О том, что да, в нашей стране, в нашей жизни есть много всяких проблем. Люди пьют, люди разводятся, люди мало рождают детей, люди делают аборты, люди попадают в тюрьму. Ну, естественно, мы думаем со всеми вместе, с законодателями, с сотрудниками полиции, почему это происходит. Почему это происходит. И чаще всего собеседники говорят, что ну ясно же почему. Потому что нет работы, потому что бедно живем, потому что сами видите, какая трудная жизнь. Чего еще ожидать? Я поначалу верил, немножко верил в это все, а потом стал сомневаться. Потом стал смотреть статистику. Неужели? Да вроде не бедно, потому что помню 90-е годы, вот 90-е годы да.
ну, сравнить, хотя тоже ни разу не помню, чтобы голодные ложились спать, но действительно жили бедно. Продукты получали по талонам, вот, за этими талонами еще надо идти было очередь стоять. Без денег жили по несколько месяцев, то есть просто вот, допустим, мама, папа ходят на работу, месяц, два, три, они не платят зарплату, никакую, вообще ничего. Просто вот не платят и все, задерживают. Вот. В магазинах было так, полупусто. За элементарными молочными продуктами надо было стоять очередь. Надо было ждать, когда 2 раза в неделю приедет машина, надо было занимать очередь и приобретать. Иногда под запись. То есть, не имея возможности сразу за них заплатить, в магазине вели такую тетрадочку, вот, записывали, а потом, когда раз в 3-4 месяца зарплату все-таки давали частично, то мы приходили, эти долги погашали. Поэтому, когда я сегодня вижу, как и вы, конечно, когда я вижу пробки на дорогах, когда я вижу переполненные магазины одежды, продуктов и иногда скучающих продавцов, когда я вижу, как много из этого выбрасывается так вот запросто, вот, ну не говоря уже о каких-то миллиардах, триллионах, которые циркулируют, да, в коррупционных делах, я понимаю, что мы не бедны живем. Может быть, по сравнению со Швейцарией, конечно, или с Бельгией, может быть и бедны. Вот. Но мы, правда, не Швейцария, не Бельгия. Потому что если мы возьмем какую-нибудь из этих стран европейских и сравним их с нами, то мы увидим, что иные страны, они по площади, как наш, скажем, Троицко-Печорский район. А вся Германия, знаменитая, сильная, да, и когда-то победоносно наступавшая на Россию 75 лет назад, 80 точнее, ну вот, она площадью, как вся республика Куба. Про Красноярский край я уже просто молчу, потому что там запросто поместиться пол Европы и даже больше. Вот. Поэтому, естественно, сравнивать нельзя, у нас другой климат, у нас другая жизнь, у нас другой менталитет, у нас другой размах, у нас даже само отношение к жизни другое. Вспоминается история, это было в начале 20 века, в один монастырь привезли немецкую лесосечную машину. Искусственно сделанную, как это обычно любят баварцы. И собрались духовные лица, монахи в том числе, и так смотрели, удивлялись, охали, какое искусство, какая техника. Надо же, у нас такого никогда не было и, наверное, не будет. А один старец, прославлен сейчас в лике святых, его зовут Силуан, преподобный Силуан, вот, он сказал, посмотрел на это все, он был меньше подвержен вот этим внешним впечатлениям, говорит, а русские, говорит, бы сделали намного лучше. Просто они не хотят. У них цель жизни другая. Они все самое лучшее отдают Богу. Посмотрите на фотографии коми-сел начала 20 века. Усть-Кулома, например, Усть-Нема, еще каких-нибудь там, Усть-Выми. Что вы там увидите? Огромный. Больше, чем сейчас. Белоснежный храм, великолепный, позолоченными, как правило, куполами. Стоящий на берегу реки, вокруг него такие скромные, бедные, вжатые в землю избушки. Не потому что людей кто-то это заставлял так делать, они сами так хотели. Они сами хотели отдать вот Богу все самое лучшее, а себе вот по минимуму, да, как и сказано в молитве «Отче наш», хлеб наш насущный, то есть самое простое минимум. Вот иногда спрашивают меня, и я ваш вопрос, может быть, предвосхищаю, вот спрашивают, ну вот, а золотой крест, да, вот он у вас золотой. Вот вы тут говорите о нестяжании, там, а у вас вот на груди золотой крест. Поэтому сразу по этому поводу хочу сказать, что а куда надо было бы направить золото? Ну хорошо, допустим, оно пойдет не на крест. А куда? Вот, допустим, 200 грамм золота. Скажите, что с ним сделать? Превратить его в браслетики? Кто создал этот нержавеющий металл, который так трудно добывать из земли? Кто его создал? Человек может его добыть, человек может его отмыть, человек может его переплавить. Но создал-то его не человек. Кому мы должны самого лучшего металла, из золота, из серебра, из платины и так далее? Кому мы честь в первую очередь восставить? Понятно же, Творцу всячески. Ну и к тому же, чтобы не сильно люди переживали, я говорю, что он все-таки не золото. Ну, хотя, конечно, он достоин того, чтобы быть золотым, но иногда с иронией еще мысленно хотя бы отвечаю так,
что он будет золотой в том случае, вот когда вы придете, скажем, с покаянием, да, каясь там, в тяжких грехах, и через меня, недостойного священника, Господь вам подаст прощение этих грехов, и вы в благодарность Ему, в любовь Ему, да, ну и служители, которые дело совершают, вы уже сами освободившись от той или иной беды и скорби, которая за ваши грехи на вас налегла, вы уже как бы в подарок Богу принесете там, для иконы или для креста или еще чего-нибудь, от украшения, ну, из золота или там, из драгоценных камней. И вот это будет, тогда это будет, да, правда. Вот. Ну и, кстати, по поводу бедности. Мы тоже эту тему сегодня затронем. Бедность – это один из аспектов повышения финансовой грамотности. Спрашивают, ну а не лучше ли это было бы раздать бедным? Вот золото, которое идет, скажем, на храмы, не лучше было бы его раздать бедным. А в Евангелии, то есть главной священной книге Нового Завета, эта ситуация описана. Пришла женщина, как раз с покаянием. Она была блудницей. Понятно, да, что такое блудница? Она пришла, узнав, что Иисус Христос находится в неком доме, вот, она вошла в этот дом, и она принесла с собой сосуд драгоценного мира. Мира – это были натуральные духи, чрезвычайно дорогие. Вот этот сосудик, вот эта баночка, она стоила на наши деньги почти годовую зарплату. Посчитайте сами, сколько в среднем за год зарабатывает человек, допустим, в нашей стране. Годовая зарплата. Вот такая баночка. И она стала этим миром помазывать его ноги и все тело, плача, слезами умывая его ноги и волосами головы своей отирая. А потом она эту баночку даже разбила. То есть, что она хотела этим показать? Что я не чуть-чуть помажу, я все отдаю. Может быть, она ее купила даже на эти самые блудные деньги. То есть, она за деньги занималась. И ученики стали роптать. Апостолы стали говорить, не лучше ли было продать это мира за 300 динариев, ну, ту самую годовую зарплату, да, и раздать нищим. А Господь говорит, что у нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. И истинно говорю вам, вот, о том, что она сделала, будет рассказано во всем мире, будет проповедано. Видите, 2000 лет прошло, да, за несколько тысяч километров мы от Иерусалима находимся, и мы сейчас вновь и вновь эту историю рассказываем. Немножко толкую ее по-своему. Кстати, после этих слов Христа, именно после них, один из его учеников по имени Иуда окончательно в нем разочаровался, как в том, кто может дать земное богатство. Он еще надеялся, что Христос поднимет восстание, организует народ, всех накормит, всех исцелит, и будет такое царство, богатство на земле. Он еще надеялся. И после этих слов он окончательно разочаровался. И он пошел к фарисеям, первосвященникам и сказал, а что вы мне дадите, я вам его предам. Ему дали 30 сребреников. И он вскоре, через несколько дней, предал Христа, его распяли. Вот. А Иуда, естественно, этими сребрениками даже не воспользовался. Он, во-первых, пошел их и отдал назад, у него даже не приняли. Ну и после этого он повесился, как известно. Вспоминаются слова одного святого отца, который говорил, что любящий земное больше небесного лишится и земного, и небесного. А любящий небесное больше земного господин всему миру. То есть, если ты любишь земное больше небесного, ты потеряешь и то, и другое. А если ты любишь небесное, в первую очередь, ты господин всему миру. То есть, даже в земном отношении ты господин. Так вот, нищих у нас бы не было. У нас бы не было нищих. Если бы мы все вот так Богу отдавали самое дорогое, самое драгоценное, да, золото, время, слова самые дорогие, отдавали бы Ему свои силы свежие утром, да, первое дело, скажем, там не в уведомления заходили, не в просмотр новостей, а вот мы бы отдавали вот эти силы для короткой, но горячей молитвы Богу, в конце бы мы благодарили Его, вот, то у нас бы не было нищих. Потому что, по моему глубокому убеждению, и не по убеждению даже, а по наблюдениям, по многим наблюдениям, кстати, об этом не пишут в науке почему-то. Ученые совсем по-другому смотрят на проблему бедности.
Бедность происходит от греха. Чаще всего бедность происходит от греха. Я имею в виду такую бедность, знаете, вот ужасающую. Когда человек приносит милостыню, когда человек становится бродягой, когда человеку вот не на что продуктов купить. Вот такая бедность, она происходит от греха. Это или пьянство, или наркотики, или тюрьма, или блуд. Кстати, блуд – это прямая дорога к бедности. Бенджамин Франклин, далеко не глупый человек, говорит, что разврат, обратите внимание, завтракает с роскошью, обедает с бедностью, ужинает с нищетой и ложится спать с позором. Интересно, да? Ну, потому что блуд, он обычно связан, знаете, с ночными клубами, с ресторанами, с подарками, с поездками, там, с излишествами в еде, например, или в деньгах в том числе. То есть он действительно завтракает с роскошью. Но если человек на этом пути половой распущенности стоит, он теряет внутренние силы. Ну, потом лень. Просто, знаете, есть у меня перед глазами случаи, когда, я приведу вам пример, хотите? Парень работал здесь, вот, в центре города, престижное место, занимался спортом, увлекался самолетами, ездил на море с семьей, жена, дочка, машина, квартира. Что еще надо? С материальной точки зрения, что еще надо? Стандарт благополучия обычно сертификация, даже выше. Еще 30 нет, а уже все. Но он начинает выпивать. Единственное, чего у него не было веры. Никак не мог прийти к вере. Он начинает выпивать, злоупотребляет алкоголем, доходит до белой горячки в самом буквальном смысле. Он теряет семью, жена просто выгоняет из дома, будучи не в силах терпеть эту беспрестанную пьянку. Его воняет с работы. Вот. Он уходит жить на другую квартиру, которую он покупал в ипотеку для мамы, за которую должен был платить, и за которую потом пришлось платить его друзьям, когда он уже в тюрьму попал. Вот. Он в пьяном состоянии падает, теряет равновесие, расшибает себе голову батарею, попадает в реанимацию, находится там несколько месяцев. Кстати, если кому-то интересно, один день нахождения человека в реанимации, вообще в больнице, обходится бюджету очень-то в 5-10 тысяч рублей один день. Поэтому наша система здравоохранения, как я спрашивал у нескольких врачей, она не менее чем наполовину. Она работает на исцеление нашей глупости. Вот таких вот глупостей, явных глупостей. То есть, если бы люди берегли себя, да, и любили бы друг друга и Бога, то 3,5 триллионный бюджет здравоохранения, он бы в 2 раза смело бы сократился. Вот. Выйдя оттуда, он не оставляет своих вредных привычек, он попадает в тюрьму. Вот. После тюрьмы он там еще ряд глупостей совершает. Ну вот, пожалуйста. То есть на моих глазах произошло падение человека из вполне благополучной жизни до настоящего бродяги. А час назад мы распрощались с одним другом. Мы с ним встретились на улице, выпили вместе чаю, пообедали. У него 4 детей. Все они все вместе живут в двухкомнатной квартире. То есть с женой с 4 детьми. Тесно, конечно. Ну, простенькая машина такая. Вот. Он работает на 2 работах, супруга работает. Он еще учится заочно, находит возможность ездить. Вот если взять формально, посчитать доходы, посчитать прожиточный минимум, наверное, они бедные. Наверное, у них доходы ниже прожиточного минимума. Но он так не считает. Не считает себя. Да, они богатые люди, но если в семье живет любовь, разве это важно? Разве с милым рай и не в шалаше? И мы с ним заговорили еще на тему сохранения жизни детей. Сегодня многие боятся рождать даже первого ребенка, 2-го, 3-го, тут и говорить нечего, 4-го. Как мне сказала как-то одна женщина в женской консультации, говорит, какой 3-й ребенок, вы что? Она была беременна, я ее убеждал не делать аборт, а рождать ребенка. Она говорит, вы в этом мире вообще живете? Мы пока только одному ребенку квартиру купили, которому 4 года. 2-му даже еще, которому 2 года, мы еще не купили квартиру. А вы говорите 3-го даже. Хотя мое чувство так заключается в том, что если ты хочешь ребенку испортить жизнь, если ты хочешь его, ну пускай не испортить, может быть, рисковато сказал, но если ты хочешь лишить его радости, побед, так сказать, достижений, учебы, труда, вот купи ему в 4 года квартиру. Скажи ему и тверди об этом ему все детство.
что ты оплатил уже ему учебу, жилье, и там, и все, и от армии его уже выкупил. Вот. Печальные, уже не буду приводить примеры, но очень печальные примеры таких судеб есть, к сожалению, перед глазами. Это те же самые обитатели вот нашей ночлежки на Маякова 20. Если вы не знаете, это центр ночного пребывания для мужчин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ночлежка, короче говоря, ночлежка. Вот. Как далеко я ушел от слайда, да, который показал. Так вот, когда это все видел, я открыл статистику, думаю, может, я ошибаюсь, может, действительно, я что-то не вижу. Может, люди-то по-другому живут. Взял доходы за 17 лет, вычел из них инфляцию. А точно они увеличились в 2,5 раза. Не подводит зрение. Насчет машин. Дай-ка машины посчитаю. Машин стало больше в 2 с небольшим раза. За рубеж стали ездить почти в 3 раза чаще. Ну вот еще одна цифра, которая тоже вызвала большое удивление, это объем кредитов. Объем кредитов на душу населения. Тоже за вычетом инфляции. И посмотрите, пожалуйста. 64 раза. То есть в 30 раз быстрее, чем доход. Ну правда ли? Чем больше есть, тем больше хочется. Поэтому, разумеется, рост доходов, он проблемы не решает. Если ты ставишь целью материальное богатство, оно тебя никогда не насытит. В отличие от богатств духовных, о которых Спаситель говорит, что вода, которую я вам дам, тот, кто ее будет пить, он не будет жаждать больше никогда. И она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Под водой здесь подразумевается благодать, то есть несотворенная божественная сила, божественная любовь, которая подается нам по вере и по заповедям Спасителя, подается нам от Бога. И тот, кто ее ощутил, он будет постоянно, конечно, ее хотеть и искать снова, но он как бы уже пребывает в истине, да, это уже другая жажда. И он ее сам может дарить другим. Вот если деньги имеют свойство уменьшаться, когда ты их отдаешь, то любовь, она имеет свойство увеличиваться. Поэтому даже когда женщины говорят, что, допустим, ну ладно, с деньгами проблем нет, но я боюсь, что сил не хватит. Вот рожать второго ребенка не хватит сил, не хватит времени, не хватит сердца. Я и так устаю. А мы на это говорим о том, что сердце не делится, сердце умножается. То есть душа человека это не какая-то константа, которую вот можно взять и поделить или на 4 части, или на 5 частей, как пирог. А она имеет свойство расти. С каждым новым ребенком у тебя, во-первых, и возможности увеличиваются, и душа увеличивается. Сегодня мы общались с женщиной, у которой 10 детей. 10. Один приемный. При этом она ведет очень активную социальную работу, служит бедным, помогает и так далее. Всячески. Значит, находит где-то силы. Знаю семью, где 5 собственных и 4 приемных детей. Причем инвалидов. Детей инвалидов. Поэтому подход, что все зависит от нашей бедности, от того, что у людей нет работы, мне кажется, нечестно, неправильно. У нас в доме несколько лет назад делали ремонт. Фасад, ремонтировали фасад. И приезжали люди с Узбекистана работать. Тяжелая работа, нелегкая, не сказать, что легкая. Вот, мы познакомились, поговорили, я спросил, почему они едут в такую даль, у них там нет работы. Сколько они зарабатывают? Ну, на наши деньги получается примерно 20-30 тысяч в месяц. Вроде немного, но с другой стороны и немало. Скромно, но на эти деньги можно жить, даже с семьей, особенно в деревне. Да? Там не надо оплачивать дорогие коммунальные расходы, а там, где в принципе самый необходимый продукт. Вот. И
Поэтому, когда человек, скажем, страдает алкоголизмом и жалуется на отсутствие работы, хочется его спросить, что лучше, заработать 20 или пропить 10? Ну, ты же нашел где-то эти 10, чтобы пропить, значит, нельзя сказать, что денег нет. Спросил я одного товарища тоже успешного человека, кандидата наук. Я его спросил, почему ты пьешь? Он иногда пьет за полдень, правда, на неделю. В самый ответственный момент может пить. Вы знаете, ребята, он сказал удивительное слово, которое уже все эти годы прям помню его. Почти не раздумывая, сразу он сказал, от безделия. Хотя ему есть чем заниматься, он и спортом занимается, и землю любит, и работой много, а работа разве не занятие? Но главное дело, какой человек должен в жизни делать самое главное дело? У нас даже есть служба, она так и называется, общее дело. В церкви совершается, каждый день она совершается. Самое главное, она является вершиной всей богослужебной жизни. Из греческого языка она так и переводится на русский, как общее дело. Что это за слово? Что это за слово? Молитва? Да, ну точнее, вот именно сама служба. Молитва, конечно, молитва это и есть то самое дело. Служба это и есть молитва. Называется литургия. Да? Литургия. Общее дело. Вот какое дело должен человек, он должен созидать себя, он должен строить свою душу. Тот же храм на берегу ли реки или в центре или города, но ведь его, чтобы построить, это надо очень много сил. Зато ты туда входишь и ты меняешься сам. Да? Ты любуешься иконами, ты участвуешь в этой литургии. Кстати, все храмы строятся не просто как памятник архитектуры. Вот все храмы, в том числе самые огромные, великолепные, и София Константинопольская знаменитая, они все строятся именно для того, чтобы в них совершалась литургия. Потому что литургия, как превращение тела, как превращение хлеба и вина в тело и кровь Христова, то есть как воплощение ежедневное Бога в святых дарах, оно, безусловно, достойно самого дорогого, самого прекрасного. Поэтому сосуды для нее могут быть и золотые, и серебряные, и храм должен быть соответствующий. И человек должен строить храм своей души. Понимаете, его надо построить. Иногда душа, согласитесь, бывает похожа не на храм. Иногда она похожа на сарай. Иногда она похожа на пивнушку. Иногда она похожа на университет. А душа на самом деле должна быть храмом. То есть таким особым зданием, которое в первую очередь предназначено не для земных дел, а для служения Богу. И тогда исполняется, друзья мои, самое главное, для чего живет человек. Самое главное. Человек становится вместилищем Бога. Сам Бог к нему приходит. Смысл веры состоит именно в этом. Это слова не из книжек. Хотя об этом писали и говорили многие святые. Это дело человека бессмертным. То есть он умирает с надеждой воскресения. Он становится богоподобным. Он становится чудотворцем. Он становится чистым. Он живет в любви. Он меняется. Вот есть молитва Царю Небесному, так и говорим: приди и вселися в них. Да? Царю Небесному, утешителю души истины, приди и вселися в ныне, очистенные от всяких скверн. Но если вы кого-то приглашаете в гости, представьте, что вы пригласите в гости какого-то очень высокого человека, ну, допустим, там, чемпиона мира по шахматам, или какого-то выдающегося композитора, или президента страны вдруг вы пригласите себе в гости. Но вы же как-то особо подготовите свой дом, правда? Уборку найдете, может, даже ремонт сделаете, и стол накроете соответствующий, чтобы его принять. Так же и Бога. Мы не можем пригласить в сарай. Мы должны построить храм души. А деньги нам в этом помощник. Сейчас попробуем разобраться, каким образом. Мы еще до этого дойдем. Вот проблема бедности, я не говорил. Да, о том, что у нас сегодня когда 13, а когда бывает и 20% населения с доходами ниже прожиточного минимума. Но это становится проблемой тогда, когда, например, люди расходятся. Вот еще одна из мыслей,
раскрывающих ситуацию бедности. Сегодня, как, может быть, вы знаете, из 100 браков сколько распадается? Из 100 заключенных браков? 60-70? 60-70. Ну, то есть развод стал уже очень таким легким делом, чуть ли даже не модой. Чуть ли даже не модой. А ведь сказано в Библии, да, нехорошо быть человеку одному. Поэтому как один старец, многоопытный священник повествовал, приходит к нему молодой человек и говорит: батюшка, вот, у меня такие проблемы, помолитесь за меня, благословите меня, долги большие, платить не могу. А он не просто согласился, а стал спрашивать: а почему? А вот, плачу кредит, купил квартиру. А что, ты один живешь? Да, один. А что, и никогда не был женат? Ну, да, был женат, был. А что случилось? Да вот жена со мной развелась. А почему развелась? Правду говорит, как есть. Ну, тут молодой человек потупил глазки. Да? Просто всем признаться, почему жена развелась. Просто так. Ну вот видишь, милый, видишь, вот она причина-то, да? Почему тебе сейчас так тяжело? Вот твой грех-то, да? Не прелюбодействие. Вот она и причина бедности, почему ты один. Поэтому действительно, когда люди бросают друг друга, предают друг друга, расходятся, вот она, это люк в бедность. Не всегда, конечно, я не говорю, что так всегда. Разные случаи есть, разные. Бывает действительно, бывает и больной ребенок, бывает и проблемы со здоровьем, всякие могут быть причины. Я сейчас говорю о тех, которые зависят от нас, где мы можем сами управлять своей жизнью. Это, кстати, свобода. Настоящая свобода человека состоит в том, что он может управлять собой. Потому что ему не хочется чего попало или кого попало. Да? Он может управлять своими желаниями, своими настроениями, своими мыслями. Он может отказаться от лишнего куска, чревоугодия, от дозы, от рюмки. Он может отказаться от взятки. Вот он свободен от этого. Тогда он освобождает свое сердце, свой храм освобождает для любви, для Бога, для людей. Сердце же простое, не может одновременно служить, как говорит Господь, не можете служить Богу и мамону. Мамон — это такой древний языческий бог богатства, божество кумир. Не можете одновременно служить Богу или Богу, или мамону. Свобода — это знать свою цель. Когда у человека есть цель, он свободен. Он знает, куда идти. Он знает, сколько на это потратить сил и времени. Как говорят китайцы, движение без цели удваивает усилия. Взрослых людей спрашиваешь, в чем смысл жизни? И такого осознанного, ясного ответа слышишь не всегда. Чтобы человек, даже уже, там, скажем, состоявшийся, да, начальник, или там уже бабушка сам, или дедушка, сказал: я знаю, зачем я живу. Как девушка одна сказала, кстати, окончившая в свое время Академию государственной службы и управления. Как она сказала как-то, говорит: а можно я скажу? Я знаю. Я знаю, зачем я хочу крестить свою ребенка. Я знаю, зачем вообще человек живет. Чтобы получить Царство Небесное, чтобы прийти к Богу. То есть это был совершенно правильный ответ. То есть цель жизни, она лежит за пределами жизни. Она не может лежать вот только здесь, в этой жизни. Не может. Потому что если мы ставим себе целью здоровье, деньги, пускай даже детей, мы достигаем этой цели, и или мы найдем другую цель, или у нас настанет вот то самое безделье. Цель должна быть бесконечной, она должна быть недосягаемой. Она должна быть очень близкая, которую можно прямо сегодня уже достичь. И вместе с тем она должна быть всегда недостигаемой. Это любовь. Если ты хочешь любить, ты будешь любить уже сегодня. Например, внимательно слушать, это уже проявление любви, за что я вам очень благодарен. А потолка у любви нет, она безгранична, она неисчерпаема. Вот она цель. А Бог есть любовь, как говорит нам Священное Писание. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем пребывает.
Ценные бумаги сегодня заполнили внимание очень многих людей. Как-то раз в университете в нашем на защите дипломных работ мы задали девушке вопрос. Она рассказывала, в какие надо именно ценные бумаги вкладывать. И мы спросили. Ваши формулы очень сложные. Вы можете сказать просто, если бы у вас был миллион, вы сами в какие бумаги ценные вложили бы? И она, немножко застеснявшись, сказала, ну в какие? Ну почему? Она говорит, у меня папа всю жизнь работал финансистом. И он всю жизнь сидел вот перед экраном компьютера, в том числе по ночам, и следил за этими индексами, котировками. Я не хочу так провести свою жизнь. А куда же вы тогда отдадите этот миллион, который мы вам предлагаем? И она, еще немножко засмущавшись, сказала, да я бы лучше, может, на помощь больным животным бы отдала, и немножко себе бы тоже. Интересно, да? То есть человек вроде рассказывает про ценные бумаги, а сам в них вкладывать не хочет. Вернусь к предыдущему слайду. Здесь показано то, что в современной экономике хвост виляет собакой. Есть реальный сектор экономики, производство, товары, работы, услуги. Есть ценные бумаги, форварды, фьючерсы, деривативы, не деривативы, а срочные контракты, акции, облигации. А есть деривативы. Деривативы означает производные ценные бумаги. То есть это не контракт на поставку зерна, а контракт на право покупки опциона на поставку зерна. Производные такие. Ценные бумаги второго порядка. Так вот, объем этих ценных бумаг, деривативов, он в разы, если даже не на порядке, больше, чем рынок ценных бумаг. А те, в свою очередь, больше, чем рынок реальных товаров. К слову, почему нефть постоянно так скачет, то вверх, то вниз, это зависит не от технологических моментов, а во многом от того, что 95% операций купли и продажи нефти – это элементарные спекуляции. То есть людям не нужна эта нефть. Они просто играют, с нефтью играют в игрушки. Как и с акциями. Вот если возьмете голубые фишки российского рынка, то увидите там, скажем, Сургутнефтегаз, которые люди с удовольствием покупают, продают, и им совершенно не хочется быть владельцем Сургутнефтегаза. Просто нужна игрушка, чтобы с помощью ее, сидя по ночам перед экраном компьютера, создавать себе виртуальный зал. Ну, думаю, тут каждый сам себе ответит, что в чем состоит такая духовно-финансовая грамотность человека. Да? Где сердце, где сокровище ваше? Там будет сердце ваше. Еще одна картинка – это научная разработка. Это анализ деятельности предприятий Республики Коми. Тут их около 7 тысяч в этом графике зашито. Они разделены на 3 группы. Первая из них не пользуется кредитами вообще. Работает только за счет собственных средств. И можно увидеть, что у них результаты работы с точки зрения прибыльности, рентабельности самые высокие. И еще одно. Бюджету, то есть людям, да, они отдают больше всего денег. Ну, если считать, скажем, на рубль продаж. Правда, они не очень-то растут. Вот работают себе спокойненько и работают. Вторая группа предприятий хотят расти. Они хотят открывать новые автосалоны, они хотят строить новые аптеки, они хотят выходить на рынки сбыта в соседней области, они хотят принимать на работу новых людей, они хотят закупать новое оборудование, получать дипломы, награды на выставках, да, за новые продукты и так далее. Поэтому, естественно, им не хватает собственных средств.
и они пользуются кредитом. В разумных пределах. Так, как написано в учебниках. Вот по тем нормам, по тем правилам, они эти правила более-менее соблюдают. И можно увидеть, что они не совсем зря все это делают, они действительно растут. Ну, почти на 2% в год в среднем по группе. Для кризисных времен это неплохо. Но со своей прибыли они себе оставляют уже меньший процент, потому что приходится платить банку. И в бюджет они отдают с 1000 рублей, допустим, да, оборота, меньше. А эффективность у них ниже. Вот оборачиваемость – это отношение выручки к активам. То есть насколько интенсивно у тебя работают вот те самые станки, аптеки, автосалоны. Можно увидеть, что уже не так интенсивно. Но правда, если ты много всего закупил, захламил, так сказать, свои склады, то, естественно, твое внимание растянется. А есть, друзья мои, третья группа предприятий. Что происходит с ними? Там происходит совершенно парадоксальная вещь. Они теряют свои рынки сбыта. Они теряют своих покупателей. Они теряют продажи. Но такое ощущение по данным отчетности, причем это не в какой-то отдельный год. Я анализировал 3 года, и все 3 года наблюдалась такая картина. Такое ощущение, что они этого не видят. Потому что они все в долгах, они берут новые займы и кредиты, они всю свою прибыль отдают на уплату процентов, себе не остается практически ничего. А оборачиваемость активов у них самая низкая. Надо ли говорить о том, что очень многие из этих предприятий каждый год становятся банкротами? Что-то подобное происходит и с людьми. Бывает, человек доволен тем, что у него есть. Как говорит апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ну, то есть ты доволен тем, что есть. Доволен телефоном, какой есть. Ну, старенький, ну, там, пойдет, поработает. Ну ладно, машина какая есть, такая и есть. Там, ну, живем, да, чего. Вот я спрашиваю, говорю, ну, будете новую квартиру-то покупать? Друга своего собеседника спрашиваю. Он говорит, ну, пока вроде какие-то заявки подали, особо возможности нет, да вроде как бы и не жмем. Ну, получится, нет, так нет, как Богу угодно. Да? Есть такие люди. А есть люди, которым вот надо, все надо. Срочно. Могу, не могу, не важно, лишь бы не упустить. Потом человек жалуется, говорит, 32 тысячи получаю, 27 отдаю за кредит. Зачем же ты в них залез? Соблазн. Да? Соблазн. Захотел, понравилось, захотелось. Поэтому говорится, бойся своих желаний. Как у нас там со временем? Ну что, промежуточные какие-то есть вопросы? И будем двигаться дальше до конца, а там Давайте дальше. Может, мы на них и ответим. Теперь мы с вами переходим от эмпирики, то есть от цифр, к теории. Напомню, что теория – это греческое слово, которое означает, как оно переводится на русский язык? Теос – это Бог, созерцание Бога. То есть, как мы его понимаем, как мы в него верим, такая жизнь. Какая вера, такая жизнь. Какая теория, такая жизнь. Это Аристотель 2000 с лишним лет назад говорил, в IV веке еще до Рождества Христова, о том, что экономика бывает экономикой, то есть домостроительством, оэкономос, закон о строительстве дома, а бывает хрематистикой. Хрематистика – это деньги ради денег. Поэтому я задал как-то одной студентке вопрос. Вот в дипломной работе она пишет, мы сделаем то-то, то-то, и в результате наша прибыль увеличится на 10 миллионов рублей. Я говорю, хорошо. Только вы мне скажите, зачем? Пускай, это неплохо, прибыль это не грех.
Но что вы с ней будете делать, с этой прибылью? Вы дадите премию рабочим, вы ее вложите в социальные проекты, вы заплатите налоги, вы купите новое, более экономичное оборудование, и теперь не будете отходы вывозить на свалку, а будете из них делать какие-нибудь там пилеты, брикеты. Что вы будете делать с этими 10 миллионами? Или просто директор положит их в карман и поедет на очередное развлечение? Вот он, важный вопрос, да? Или вы их вложите в производство, но не для того, чтобы всем стало лучше, а для того, чтобы еще больше. Как негр в анекдоте. Да? Ему плантатор говорит, ну чего ты лежишь, не работаешь? А негр говорит, а зачем мне работать? Ну вот разбогатеешь, сам будешь плантатором, будешь лежать отдыхать. А негр говорит, ну а я сейчас что делаю? Так же и здесь. Вот наша экономика, она вот во многом похожа на такую, знаете, гонку в колесе. То есть мы гонимся за богатством, а мы говорим, а зачем больше? Говорит, ну, что, будем вкладывать, будет больше инвестиций, а зачем? Ну, тогда вот будем спокойно себе радоваться, отдыхать. Мы сегодня что делаем? Вроде, кто трудится, для него и отдых-то по-настоящему. Да? Когда ты трудишься, тогда и отдыхать можешь. А если не трудишься, тогда и отдых. Он же теряет смысл. Он превращается в то самое безделье. Кстати, один из самых странных взглядов на жизнь, который я слышал, тоже от студентов, экономистов, это мечта быть рантье. Кто такой рантье? Это человек, живущий на доходы с капитала. То есть сколотить какой-то капитал, положить его куда-нибудь, вот, и просто на эти доходы жить. Ничего не делать. Развлекаясь, путешествуя, наслаждаясь. Спросила женщина недавно, а лотерея это грех? Я говорю, конечно, грех. Это же не заработанные деньги. Вы в них не вложили душу. Что вы с ними сделаете? Я говорю, вот конкретно, вы выиграли 10 миллионов, что вы с ними будете делать? А вы знаете, она даже вот такого хорошего направления не смогла предложить. Говорит, я вот сыну бы там квартиру. Я говорю, зачем? Он что, у вас без рук, без ног? Взрослый парень, сам пускай работает. Ну вот, а я бы бедным помогал. Говорю, да вы лучше 2 рубля им отдайте, честно заработанные. Это будет, для Бога это будет угоднее, чем вы отдадите им эти 2 миллиона. И так ему никакого взятого направления не было предложено. Вот действительно такие шальные деньги, как лотерея, там, доходы с капитала, это не трудовые доходы, они не созидают душу. Человек должен трудиться. Вот ученые наши, видные, члены-корреспонденты, академики. Они меня поддержали. Вот когда я читал их книги, я понял, что я не одинок. Потому что когда впервые я об этом стал говорить, ну, скажем, в аудиториях, я немножко боялся. Но когда я первый раз собрал у студентов отзывы, вот, после лекции, я прочитал, 70% это были отзывы поддержки. Спасибо, что вы нам это сказали. Ой, как я рада, что наконец-то вот за 3 года вот эти слова мы услышали. Да мы всегда так думали, просто не решались вслух говорить и что-то вот подобное. То есть людям это хочется. И когда я впервые на заседании кафедры, то есть в университете, на финансовом факультете, на экономическом факультете, вот пришел робко, знаете, с книжечкой. Там, как обычно, мы стали говорить там, о курсах акций, о максимизации прибыли, об обогащении акционеров. То, что нам, как говорится, все 5 лет вкладывали в голову. Вот, я говорю, вы знаете, а вот есть другие взгляды. Олег Тимофеевич Богомолов считает по-другому. Такая тишина повисла. Я думаю, сейчас меня разобьют. Потом говорят, ты знаешь, Максим Михайлович, честно сказать, давно мы все об этом уже думаем. Спасибо тебе, что ты наконец-то решился об этом говорить. Поэтому я и решаюсь. Я вижу, что люди поддерживают. Что просто в каком-то смысле вот этот экономоцентризм, он стал, знаете, таким как бы негласным сговором, да? Он вот пропитал все, образование, пожелания, рекламу. И вот он как-то держит человека. На самом деле, только надо
правда, проснуться, глаза открыть и очень много меняется. Но правда, проснуться надо, но этого недостаточно. Потому что надо, как же это сказать, надо пройти испытание. Надо пройти испытание. Вот вам пример. Приходит девушка, беременная. Парень от нее отказался. Поссорились они, он вообще сказал, что это, наверное, не его ребенок. Мама ее отправляет на прерывание беременности и ставит ультиматум. Если нет, то через 3 дня, чтобы тебя здесь не было. В самом буквальном смысле. Прописки у нее нет. Она работает без всякого оформления, без всяких пособий, без ничего. И вот она приходит. Единственное, что у нее есть, что она знает, что почему-то этого делать не надо. Вот кто-то в детстве, когда-то в юности ей эту мысль сказал, что аборт. Поэтому она пришла. Мы говорим, ну хорошо, не спеши, давай. Вот мы сняли общежитие, там добрые люди помогли. 2 месяца она там пожила, давали денег немножко на продукты. Цена вопроса получилась 20 000 рублей. Девочке почти 1,5 годика родилась. Все благополучно. С парнем они помирились. Откуда-то нашлась квартира, какие-то родственники дали. Вот. С мамой они общаются. С папой тоже. Папа тоже требовал идти на аборт. С папой тоже помирились. Удивительно, как легко можно это все решить. Государство, если бы она пошла на избавление от ребенка, израсходовало бы на это те же самые деньги. Как-то мне сказали, что из бюджетной системы идет норматив финансирования на аборт 18 000 на хирургический. Но вот механизма спасти у нас нет. А механизм убить у нас есть. Удивительно. Приходит девушка, у нее ребенок на руках. Тоже там, ни образование, ни родители, как-то вот вся такая запутанная в жизни. Она приходит в центр социальной помощи, ей говорят, отдайте ребенка в детский дом. Пока. А потом решите свои проблемы, вы его заберете. А у нее проблема-то только одна, ей надо найти жилье. Цена вопроса, самую дешевую комнату, которую можно снять в нашем городе, это 4000 рублей. За 4000 можно снять плохонькую, конечно, но комнату. Можно там жить. Цена просто 4000. А нахождение ребенка в детском доме обходится государству в 40 000 рублей в месяц. Но механизм держать детей в детском доме и расходовать на них 40 у нас есть. Пришел, расписался, ребенка оставил. Но почему мы пытаемся помочь? Потому что мы же понимаем, что каждый день нахождения ребенка полуторагодовалого без матери – это травма для него на всю последующую жизнь. Поэтому всеми силами надо сохранить. А механизма вот снятия эту комнату нет. Понимаете, вот надо саму экономику, как бы саму жизнь. От вас это очень много зависит. Вы тоже будете начальниками, лицами, принимающими решениями, там, друзьями, советчиками, отцами, матерями. Вот чего не хватает у нас. Вот эта человечность, такое внимание человеку, ну и, конечно, нравственная твердость. Что если дана жизнь, человек должен жить. Я спросил опять, поскольку это свежо, опять вот про своего друга рассказывает, и он так делится, говорит, ну как это вот людям объяснить, ну это же не ты жизнь дал, это же Бог дал душу ребенку. Вот понятно через тебя, но это же не твое. Но если Господь это дал, это же нельзя же ребенка вот так вот. Я просто ему пообещал, что я об этом расскажу. Я его обнял, говорю, как хорошо, что ты сказал, я обязательно сейчас студентам об этом расскажу, поэтому я должен рассказать. Хорошо, что ты сказал. Он говорит, ну нельзя же так к детям относиться, запланировал, там, родил, не родил. Ну надо же как-то надеяться же на небеса. Понятно, что рассчитывать свои силы, понятно, что надо вступать в брак, потом уже, как говорится, да, иметь близкие отношения. По-хорошему, так это все надо делать. Вот. Но нельзя же до конца все предугадать. Сегодня не родим, завтра родим. А завтра, может, не будет. Или еще там что-то появится. Получится. Одну семью знаю, вот 3-го ребенка должны были родить, не родили. И распалась семья. То есть, по сути дела, с ребенком вместе свою любовь убили, свою душу.
Ну вот еще цитаты. Я хочу, чтобы вы знали, что даже процентная экономика, вообще сама идея взимания процента, что она не всегда была. Что когда-то она считалась грехом, когда-то за это сажали в тюрьму, по крайней мере, за определенный процент. Выше 12% это была ставка уголовно наказуемая. Слышите? Сегодня у нас 730 можно увидеть иногда в центрах микрозайма. Когда-то за 12% на 1,5 года можно было за решетку попасть. И Валентин Катасонов, например, он доказывает о том, что ростовщичество, так это называлось раньше, да, деньги в рост, что это грех, что это зло, что это разделяет людей, богатые богатеют, бедные беднеют, правда? Ведь бедные у богатых берут в долг, а не наоборот. А потом бедный возвращается с процентом. Девушка взяла 2000, нет, она, по-моему, 500 рублей взяла в центре микрозайма. Ей надо уже отдавать 2500. У нее 2000 ей не хватили процентов на счета комиссии. Ей уже звонят домой, угрожают, говорят, ну у вас детей заберут. Ну, в смысле, мы на вас напишем жалобу, у вас отберут детей. Это реальная история. Цена вопроса 2000. Вот этот график, он просто показывает, что так было не всегда. Не всегда была вот такая деньгоцентричная экономика. Потому что когда-то люди спокойно развивались. Потом где-то вот с 19 века пошел вот этот рост. Как раз за счет виртуальных денег, банковских механизмов, кредитования и так далее. Немножко вернемся к проблеме бедности. Да? Проблема бедности, она кроется в проблемах перераспределения. Есть такой показатель дефицит доходов. То есть если мы возьмем всех бедных по стране, посчитаем, сколько им не хватает до прожиточного минимума, то мы получим с вами цифру в 700 миллиардов рублей. Не ошибаюсь, не помню, да, около 700 миллиардов рублей. Немало. В стране немало. Но если мы с вами посчитаем, сколько у людей в это же самое время лежит денег на депозитах, то есть в банках, да, в облигациях, в акциях и так далее, то эта цифра составляет примерно 30 триллионов рублей. То есть в 40 раз больше. Здесь не хватает 700 миллиардов, а тут лежит 30 триллионов. Разница в сумме. То есть проблема бедности – это еще и проблема нашего милосердия. Если той девушке 500 рублей кто-нибудь дал бы просто так, беспроцентно, а может даже и без возврата, просто, как говорит Господь, да, давайте и дастся вам. Не требуй, у хотящего занять, не требуй назад. Не отвращайся, помоги, просто человек помоги, без возврата. Вот, и дастся вам, то есть тебе вот ту самую благодать, то самое вселение Святого Духа в твою душу тебе Бог даст. Вот в этом смысле деньги – это испытание. Деньги – это малое. Господь говорит, кто был в малом верен, тому многое дастся. Что такое? Мало – это вот наша земная жизнь. Как ты воспитываешь детей, как ты ходишь на пары, как ты учишь материал к экзаменам, как ты там выполняешь свои должностные обязанности, как ты относишься к нуждающимся. С точки зрения вечности это мало, потому что это испытание. Это проверка, на что ты годишься. И кто был в малом верен, тому многое дастся. А многое – это вечность, это вечная жизнь, это любовь. Это сам Бог. Так вот, Он себя дает тем, кто в малом верен. Если вы в своем богатстве не были верны, кто вам поверит истине? Истина – это вот благодать. А свое – это вот ты получил зарплату, вот у тебя в кармане денежка. И ты вспомнишь про бедных, ты вспомнишь про Бога, ты вспомнишь про окружающих. Или ты будешь считать, что это все твое. Вот эта цитата такая интересная, без комментариев. Просто прочитать и принять.
только напомню, что валовый национальный продукт это есть тот самый главный показатель, который стоит у нас до ныне во всех наших прогнозах, программах, стратегиях под пунктом 1. Метко, да? 50 лет назад сказано. Наш земляк, Екатерин Сорокин, как раз там, за океаном, в те годы, жил, трудился, проповедовал. А вот и он, кстати. За что я его лично уважаю, прочитав несколько его книг, за то, что он не боялся говорить о душе, о совести, о честности, о целомудрии, о верности, о Боге. Не боялся. Он говорил с кафедры университетской о том, что разбрат ведет к разрушению. Он говорил о том, что идеал для него нравственности – это Нагорная проповедь Христа, особенно заповеди блаженства. Поэтому нам не надо читать эту бесценную книгу, Святое Евангелие, чтобы питаться этой водой жизни. Да? Что это за заповеди блаженства? Блаженны нищие, там сказано, духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Вот когда человек нищий духом, это что значит? Он видит свои недостатки, и он понимает, что все в нашем мире, ну, можно сказать, одолжено. Все Богу принадлежит. А мы просто на время берем и пользуемся этим временем. Да? Вот это нищета духовная. Мы в этот мир голые приходим, по большому счету голые и уходим. Вот, кстати, у меня на руке малыш, который еще не рожденный, пластмассовый, конечно. 12 недель, 3 месяца. Вот, с 1920 года в нашей стране он не считается человеком. Это, безусловно, это человек. У него бьется сердце, у него двигаются ручки, ножки. И это не часть тела матери. И вот помнить о том, что вот мы когда-то были такие, и когда-то такие же, можно сказать, предстанем, да, на суд Божий. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот это и есть мечта такая. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Прощай. Прощай. Великое такое дело, знаете, прощай. Есть в Евангелии притча замечательная о немилосердном должнике. У царя был должник, который задолжал ему 10 тысяч талантов, то есть слитков золота или серебра. Царь ему простил, а тот своему должнику, который должен был ему 500 динариев, не простил. И царь, когда узнал, посадил его в тюрьму, сказал, что если я тебе простил, ты же тоже должен был простить. И так поступит Отец мой Небесный, говорит Христос, с каждым, кто не простит своему брату от всего сердца согрешения. Согрешение, то есть мы должны прощать тех, кто нас обижает, а в каком-то смысле мы должны прощать и экономически тоже. Оставь нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Долги. Грехи – это долги. Вот. Ну а нам тоже человек вот взял деньги и не вернул. Сидишь вот на работе, чем-то не тем, отвлекаешься, опаздываешь. Тоже долг перед Богом. Прощай людей. Спрашивают еще, тоже девушка недавно спрашивали, рассказывали про заповеди, а вот у патриарха ходы такие машины. Я говорю, а какие? А вы знаете какие? Откуда вы знаете? Вы в прокуратуре работали? Вы документы видели? Или он вам рассказывал? Или вы где-то в интернете это в каких-то сплетнях прочитали и теперь пересказываете? Он об этом не рассказывал. Когда он сюда приезжал, прилетал последний раз, я видел, в каком режиме он работает. Вы знаете, дай Бог вам в 40 лет так работать, как он на 8-м десятке. С утра перелет, служба, выступление, прием, опять перелет, опять служба, опять выступление, опять перелет, опять там прием, бумаги и так далее. Это все за один день. За один день.
Не судите, не будьте судимы. Я не знаю, и никто не знает. Зачем нам судить других? А кто бы то ни был. Вот когда ты судья, да, суди. Тебе принесли дело, ты выноси приговор, когда ты судья. А других людей не суди. Не только патриарха, вообще никого. Ни родителей, ни старших, ни начальников, ни власть имущих. Себя суди. Себя. Тебе будет легко и спокойно. Зачем считать чужие деньги? Да еще и непонятно, откуда эта информация взята, недостоверна. Может, клевета. Ты его осудишь, сам будешь осужден за немилосердие. А окажется, что он этого и не делал. А потом, часы. Допустим, я не знаю, я не говорю про конкретные часы. Вот откуда вы знаете, пускай они дорогие. А может, подарили. Вот мне подарили телефон. Что меня теперь осудить за то, что у меня телефон, да, не самый дешевый, не самый дорогой. Вы же не знаете, допустим, если кто осудит, что его подарили. Вот родственник говорит, надоело уже с тобой, как говорится, плохую связь иметь, вот пусть будет, чтобы мы тебя видели и слышали. Я им благодарен. Он работает 24 часа в сутки. Эти трансляции даже делают. В НТРС, там еще несколько десятков или сотен человек наши беседы посмотрят. Поэтому так, хорошая мудрость не судить. Слава Богу, на стране есть люди, которые предлагают разные этические системы, развиваться, такое банковское дело, даже без взимания процентов. Отход от капиталистической экономики. Нам с вами, друзья, согласитесь, должно все это быть близко, потому что мы воспитаны. Мы воспитаны, пускай забыли во многом, да, но Достоевский, Горький, Тургенев, это же это наш культурный код, так сказать. А они об этом не говорили. Не вне тебя это правда, человек. Не в вещах это правда, в тебе самом. Смирись, победи себя и станешь свободен. Самая большая победа над самим собой. Зачем, говорит в пьесе «На дне», да, бродяга, твои карты и книги, говорит ученым, если они не показывают путь в праведную землю? Поэтому я как представитель, в том числе и научного учреждения, я имею право об этом говорить, потому что если наука не будет показывать путь в праведную землю, зачем она нужна? Если она будет служить этому удвоению ВВП, да, этой гонке беспрестанной, больше, 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 если она будет этому служить, а зачем тогда нужна такая наука нечестная? И наука должна показывать путь в праведную землю. Поэтому я сегодня с вами здесь, и в том числе в рамках своих служебных, можно сказать, рабочих, научных обязанностей. Потому что если ты что-то даже понял, исследовал, но ты не донес это до людей, зачем это? Что опубликовал? 20 человек специалистов, 200 человек почитают. Ты же должен это донести. Если ты построил этот график, ты должен это нести людям. То, что ты отдал, говорят святые отцы, это твое. Что ты отдал твое. Интересная мысль, да? То, что ты оставил при себе, ты потерял. То, что ты отдал, это твое. Почему? Потому что материальное превращается в любовь. Время превращается в любовь. Ты отдал силы, внимание, они стали твоими, твое сердце стало больше. Ты поделился деньгами, они на всю жизнь остались с тобой, твое сердце стало больше. Ты шоколадку не съел, подарил, твое сердце стало больше. Ты научился жертвовать. Ты приблизился к Богу, чтобы Бог так поступал. Он жертвует собой. Христос – это Бог, принесший себя в жертву за нас. Давайте, пожалуйста, ваши вопросы. У меня больше по вере вопрос. Я просто могу сейчас как-то некорректно построить свою фразу. Сразу, заранее извиняюсь, если в общем, вы сказали, что душа это пристанище Бога. Верно? Вместилище. Вместилище. Можно и пристанище, в принципе, сказать. И я все никак не могу для себя понять, а Бог, он индивидуален или един? Един. Един? То есть это его частичка, получается? Нет. Он может быть одновременно везде. То есть он и сам в себе пребывает, он вне пространства, вне времени.
И одновременно он может быть в человеке. Он не является чем-то материальным. Нет, он не является чем-то материальным. Все Он материальное им сотворено. Он не является чем-то материальным. Он является вездесущим. Можно у меня вопрос? Вот я слышал, у евреев есть такая поговорка, пусть милостыня загорится в твоей руке. Это как раз про это? Про то, что отдавать. И когда, мол, ты что-то отдаешь, это становится твоим. Ну и получается, там мораль такая, что ты отвечаешь за это. То есть тот, кому ты помог, Ну он да, ответственен. да. Ну, у нас вот у христиан, я слышал у святых отцов выражение, пусть милостыня запотеет в твоей руке. Ну может и так. Запотеет. То есть не спеши отдавать. Но тут есть разные взгляды. То есть некоторые святые отцы говорили, что отдавай вообще без рассуждений. Вот, ну, по слову Христова, просящему тебя дай. Вот просят, давай. И даже если человек вот употребит на грех, положись на промысел Божий. Это уже не твой грех. Ты исполнил заповедь, ты отдал. А даже если он их попил, то это, дескать, на его совести. И, наверное, может быть и такое. Если вера у тебя великая, ты, наверное, можешь и так поступить. Вот. Но некоторые говорят, что надо с рассуждением отдавать. С рассуждением. Все-таки думать, как это будет использовано, пойдет ли на пользу. Вот. Не тунеядец ли человек. Если он действительно в бедственном положении, помочь надо. А если он злоупотребляет, уже попрошайничает, имеет возможность работать и не работает, то тут уже может и отказывать. Да. Может быть, два подхода. То есть рассуждение, чтобы не во вред. Надо. Чтобы не во вред. Чтобы и другим вред не принес, себе не навредил. Чтобы ты не получалось так, что ты отдал, а другим людям, которым действительно нужно, ты не помог. Святой Иоанн Кронштадтский, который я очень люблю и почитаю, вот он такой, как раз такой совет дает. Хотя он часто отдавал вот по наитию Святого Духа. То есть толпа народа, вот все его окружают, кто-то просит благословения, кто-то просит молитв, кто-то ему сует в руки пакет, он берет этот пакет, кто-то тут через секунду уже у него просит там помощи, он тут же этот пакет отдает, а купец, который дал, говорит: батюшка, да вы что, да там, ну, допустим, на наш день там 2 миллиона рублей. Вот. А он говорит: ничего, его счастье. Ну, то есть вот у него есть на сердце чувство, что надо отдать. Бывает такое, да, вот, когда человек молится постоянно, он достигает степени такой, знаете, близости к Богу, когда уже иногда прям чувствуешь, да, вот как ангел тебе говорит: пойди, сделай, отдай. Вот. Ну, значит, он по наитию отдал. Но писал он в своих писаниях о том, что все-таки надо помогать тем, кто нуждается. А, говорит, пьяницам, тунеядцам я не помогаю. Вот так вот. Хотя, конечно, по милосердию, вот, допустим, сидит человек у магазина, скажем, кушать хотят все. Вот я так рассуждаю. Пусть он сам виноват, пусть он там, да, конечно, грешен. А кто не грешен? Все грешны. Вот. Ну, кушать-то всем хочется. Поэтому накормить это, наверное, минимальный долг, который мы можем сделать. А вот давать деньги на руки, это уже может быть действительно на вино, на злоупотребление. Меня еще такой вопрос интересует. Как сохранить любовь в современном мире, где она, ну, любовь, коммерциализуется, ну, то есть превращается, ну, не в что-то духовное, а Купи-продай. в механизм добывания денег. А ты как раз и побеждай. Я повторю вопрос, потому что иногда просят, говорят, не слышно там. Как сохранить любовь в современном мире с учетом того, что она коммерциализуется? Я думаю, что ее надо отдавать. Любовь как раз надо отдавать. Любовь, это, знаете, тоже такое сокровище, которое, если ты ее сберегаешь, вот холодеешь, как бы думаешь: нет, я уже не буду любить, да, вот не буду слушать, не буду помогать. И ты черствеешь, и на самом деле ты лишаешься любви. Любовь ведь это поток. Вот. А когда ты ее даешь, сказано, дастся и примножится. То есть тебе Господь сам как бы восполняет. Отдавай, пускай даже ты ошибся где-то. Иоанн Златоуст, кстати, великий проповедник нестяжания и милосердия, он говорил, ну как-то так, что лучше ошибиться в любви. То есть
лучше, если ты сомневаешься, допустим, дать или не дать, не всегда же понятно. Лучше ошибиться в любви. То есть лучше дай по любви и ошибись. Ничего, Господь покроет. Вот. Чем ты откажешь и ошибешься вот в грехе. А давайте, дарите, не бойтесь любить. Не бойтесь дарить. И побеждайте. Вот, знаете, я заметил, что везде, во всех вот коллективах, окружениях должен быть обязательно такой вот светильник, то есть должен быть пример. Должен быть пример того, что можно по-другому. И в каждом классе есть такой человек, в каждой группе есть такой человек, в каждой профессии есть такой человек, в каждом подъезде есть такой человек, в каждом селе есть такой человек. Везде. Должен быть тот, кто не становится как все. Как Господь сказал, да? Вы свет мира. Человек должен быть светом мира, он должен быть примером мира. Он должен сказать, ну хорошо, 100 человек вокруг меня торгуют любовью, а я не буду, а я буду бескорыстным. Ну, даже если отдавать ее без скорости, ну, давать ее. И постоянно ошибаться, это же причиняет боль. А ты не будешь, нет, в любви ты не ошибешься. В любви не ошибешься, потому что твое сердце будет расширяться. И сам Господь тебе будет помогать. Господь мне помощник и покровитель, не убоюсь, что сотворит мне человек. Вот. Он тебе воздаст. Он тебе воздаст. Он тебя укрепит, он тебя поддержит. Конечно, он предупреждает, что если что меня гнали, вас будут гнать. Меня слушали, вас будут слушать. И все хотящие жить благочестиво в Христе Иисусе будут гонимы. То есть, когда человек верит в Бога и служит Ему, он не должен даже ждать, что у него все будет в жизни легко и распрекрасно. Наоборот, Христа распяли. И всех его последователей тоже распинали. У кого физически, такое бывает, не так давно. Вот. А кого в переносном смысле. То есть гонят. Но, говорит, когда вас будут гнать за меня, вот именно за меня, за веру, за правду, радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Вот это, кстати, награда. Вот она финансовая грамотность, да? Награда на небесах. Ну и последний вопрос. Конечно. Душа бессмертна? Да. Она перерождается или нет? Она начинается в момент зачатия. Вот когда происходит любовь между мужчиной и женщиной, начинается человеческая жизнь, то есть рождается человеческая душа от их души, от их тел. Вот. И она никогда не прекращает существовать. Она развивается сначала в теле матери, потом вот эта жизнь земная для нее как школа, как испытание, да, как проверка, как училище любви. Потом наступает вечная жизнь, суд Божий. Вот. И то, что она заслужила, то, что заработала. Если в малом была верна, значит и много получит. Но правда, когда человек сам приходит к Богу, вот на 40-й день, мы считаем, суд Божий творится, это еще не окончательное состояние, потому что за человека молится, еще не наступил конец света. Еще Христос не пришел второй раз. Поэтому люди, близкие, церковь молятся за усопшего, и его участь еще может меняться. Его потомки живут на земле, и от их жизни тоже зависит. А вот когда Господь уже придет второй раз, когда все люди воскреснут и встанут на суд перед Ним, вот тогда уже будет окончательно все. То есть тогда уже, как говорит Иоанн Богослов в своем апокалипсисе, и времени уже не будет. Само время исчезнет. Сейчас мы живем во времени, а тогда уже само время не будет, наступит вечность. Вечность — это не бесконечность, это отсутствие времени. То есть то самое, так сказать, то самое состояние, в котором пребывает Бог. Он вне пространства и вне времени. Мы тоже будем вот с Ним обитать в таком состоянии. Видите, каких мы высоких богословских категорий коснулись. Благодаря вашему вопросу. Все за ответ. У меня есть такой вопрос, но он сомнительный, потому что я до конца не помню. Мне очень давно, когда был маленький, бабушка рассказывала историю библейскую, вроде как Спаситель дал по 10 талантов 3 братьям. Может, помните такую? И задача на самом деле была приумножить их. Да. Один, Да. ну, это имеется в виду деньги или это имеется в виду талант, который внутри человека? и так можно понимать. Да, вспомним точно эту библейскую притчу, называется притча о талантах. Царь призвал к себе рабов и дал талант каждому по силе. 1, 3, 5. Вот. И у кого было 5, он пустил в оборот.
дал торгующим, чтобы получить с прибылью, и получил другие 5 талантов. Тот, у кого 3, приобрел другие 3 таланта. Вот. И они потом пришли, показали, получили похвалу, и было сказано: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Возьми в управление 10 городов. Вот это как раз наша жизнь, да? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Вот. Ну, конечно, мы должны понимать в переносном смысле, ну, душа, ум, чувства, эмоции, семья, работа, отношение к городу, к селу, к родине, к военной службе. Вот все. Все, что мы в жизни делаем, время, здоровье, это все талант. Вот. А один испугался, пошел и зарыл талант в землю. Вот оттуда выражение: зарыть талант в землю. Он говорит: я знал, что ты, господин, жестокий, берешь там, где не клал, и жнешь там, где не сел, поэтому я испугался, зарыл талант в землю. Ему было сказано: лукавый раб и ленивый, ты должен был отдать в оборот, я бы получил с прибылью, поэтому возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, то есть в тюрьму, будет плач и скрежет зубов. Поэтому мы должны действительно как бы пускать в оборот свои способности. Да? Вот не беречь, не жить для себя, вот это ошибочная установка, пожить для себя. Пожить для себя, а это губительно. То есть тут как в экономике, деньги сбереженные, они Да, они получаются потеряны. Также и душа. Вот Христос говорит, что кто свою душу потеряет ради меня, то есть кто вот бросит свои прежние убеждения, вот встретившись с Евангелием, да, со Христом, он как бы начнет вот новую жизнь во Христе, полюбит его. Тот ее приобретет. То есть душа станет, наоборот, настоящей, она станет своей. Тот, кто сбережет свою душу для себя, то есть встретившись с Евангелием, да, с проповедью, со Христом, он захочет быть как остаться прежним. Он ее потеряет. То есть на месте стоять нельзя. Нельзя ни в коем случае. Единственное, что на месте надо стоять в вере. То есть такое есть понятие стояние в вере. Потому что вера ведь всегда это скорби, это испытание. Бывает так, что человек идет к Богу, ну, за помощью. Бог-то принимает, конечно, и помощь дает, но он же не для того, чтобы мы там, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было, как иногда говорят на днях рождения, да? Вот. А он нас готовит к вечности, поэтому он посылает человеку и злого начальника, и там сварливую жену, и сурового мужа, и бывает и больного ребенка, ну, чтобы сделать из нас что-то полезное для вечной жизни. Тут мы должны в вере стоять. То есть не должны оставлять молитву, веру. Я вот такую поговорку вспомнил из игры, конечно, но не знаю, может это где-то в Священных Писаниях прослеживается. Как тело мертво без духа, так и вера мертва без деяний. Да, вера, это точно, это из послания апостола Якова. Вера без дел мертва. Точно, точно, точно. Поэтому мы веру в себе возгреваем молитвой, вот как раз Словом Божьим, но она становится живой, когда она переходит в дело. Она оживает, да? Вера без дел мертва. Есть там еще одно выражение такое, даже более глубокое. Про Авраама говорится: вера содействовала делам его, и делами веры достигла совершенства. То есть такой идет круговорот, как в экономике, да? Из веры дела, из дел вера растет, из возросшей веры еще больше дела, из больших дел еще больше, и вот так, такой спиралькой ты постепенно к Богу подходишь. Ну что, дорогие друзья, мне сегодня очень приятно было с вами пообщаться. Конечно, не все, далеко не все рассказал, даже презентация там можно еще полистать, долистать, вот, и, естественно, читать, и рассказывать, и тут вот и про стратегию, и про семью, и про конкуренцию мы ничего не успели сказать, и про свободу немножко говорили. Ну, вот эти слова мы слышали сегодня. Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и это все предложится вам, вот этого мы не говорили. Вот они притчи мы не разобрали, это бесконечный разговор, потому что это разговор о любви. Это разговор о любви через деньги, но деньги это инструмент, это посредник, это испытание, да, для нашей любви. А о любви говорить и петь можно бесконечно, поэтому где-то может быть из